В список всемирного наследия ЮНЕСКо планируют включить новые объекты на территории Башкортостана. Об этом сообщили на выездном заседании Комитета Республики по делам ЮНЕСКо, который провел глава региона на площадке визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Ради Хабиров также поблагодарил ученых, благодаря которым этот год стал прорывным по продвижению природных объектов Башкортостана на международном уровне. О планах и достигнутых успехах в репортаже Азата Садреева. Я поздравляю Российскую Федерацию от имени всего комитета с включением этого объекта в список всемирного наследия. Событие мирового масштаба. Так эксперты прокомментировали решение международного сообщества о включении пещеры Шульганташ в список объектов всемирного наследия. Комитет ЮНЕСКо высоко оценил работы по строительству музейного комплекса, организации системы безопасности и мониторинга пещеры. Все это способствует сохранению объекта и передаче его будущим поколениям. На выездном заседании Комитета Республики по делам ЮНЕСКо Ради Хабиров отметил ключевые достижения региона по продвижению природных объектов Башкортостана на международном уровне. Этот год действительно значимый. Все мы помним, это вот 3, по сути, победы, вернее 4, можно сказать. Это всемирное наследие Шульганташ, это новый геопарк Таратау, это кафедра ЮНЕСКо в УНИТе, признанная ЮНЕСКо, это тоже очень важное достижение. Ну и золотые гвозди, то, что я говорил, мне кажется, такой букет побед, причем они имеют международно-правовой характер. Вот в этих условиях это большое достижение. Золотые гвозди были открыты на территории геопарка Таратау, и по ним теперь официально можно изучать историю развития жизни на Земле. В этом разрезе, как в миниатюре, почти 300 миллионов лет эволюции. Для специалистов настоящий клад информации. В ходе заседания участники рассказали также о новых объектах на территории региона, предлагаемых для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКо. В первую очередь к ним относятся башкирские шиханы Таратау, Юрактау и Куштау. Самый главный, наверное, момент, который как раз-таки преследует Конвенция ЮНЕСКо по охране культурного и природного наследия, это сохранность объектов и территории, охрана, консервация объектов. То есть шиханы, они сейчас находятся под защитой государства и получат еще дополнительную защиту. Башкортостан также может стать опорной площадкой сети российских геопарков ЮНЕСКо. Эту инициативу поддержал Ради Хабиров, отметив, что в республике есть успешный опыт организационной работы и методики продвижения объектов в международном пространстве. Помимо башкирских шиханов, в предварительный список всемирного наследия включен Воскресенский медиплавильный завод. Поддерживает этот культурный объект и Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКо. Объединение тех объектов, которые располагаются в республике, которые являются частью этой горно-заводской цивилизации XVIII века, медиплавильные заводы. Давайте будем думать о том, чтобы сделать заявку серийной, пусть это и потребует больше времени, но это действительно, мне кажется, даст серьезный импульс для развития туристического потенциала этих территорий. Да? Соответственно, за туристом идет и экономическое развитие. И здесь сочетание, знаете ли, внешнеполитического престижа, авторитета и страны, и республики. Башкирские ученые и эксперты работают в непростых геополитических условиях, но и это не мешает добиваться мировых успехов, отметил Ради Хабиров. В период весьма напряженных отношений с Западом для науки и культуры границ, оказалось, порой не существует. Я считаю, что это большое искусство в условиях, когда практически весь мир, коллективный Запад, по крайней мере, ополчился вот так, а мы, тем не менее, сотрудничаем и находим людей. В любом деле, в любом государстве все равно, скажем так, есть вменяемые политики, которые ясно понимают все-таки, что есть общечеловеческие интересы, есть общечеловеческое сотрудничество. И спасибо ЮНЕСКО, оно тоже подвержено всем этим влияниям, безусловно, и со стороны Соединенных Штатов Америки, европейских стран, но тем не менее нам удается вот это делать. Большую поддержку в этом оказывает Министерство иностранных дел России. Но все же главное – это умение презентовать себя на мировом уровне. На примере Шульганташа можно сказать, что номинационные досье из Башкортостана составляются настолько грамотно и профессионально, что не вызывают вопросов у комиссии. Сейчас по тому же пути ведется работа по включению в список мирового наследия мавзолея Турахана.
Здесь проделана очень большая работа, потому что в самом мавзолее проведена реставрационная работа, вокруг него создана туристическая инфраструктура по охране этого объекта, по его универсальной ценности, по его критериям. Полностью наши ученые его проанализировали. И у мавзолея Турахан есть большие шансы быть включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В список всемирного сельскохозяйственного наследия может войти бортевое пчеловодство. Эта республиканская заявка в данный момент дорабатывается. Высокий статус может быть присвоен уже в текущем году. Если это произойдет, то башкирское бортевое пчеловодство станет первым таким номинантом в России. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев, Ирина Атакбашев. Новости. Чешминский район.